Это обязательная процедура. Мужчина дает официальное разрешение представителю фонда на исполнение жертвоприношения от своего имени. После чего посетитель заполняет купон и выплачивает необходимую сумму – 8500 рублей. Мы берем стоимость одного бычка, это средняя стоимость, делим ее на 7 частей. И это получается примерно 8500, но туда же вообще включены организационные расходы. Это пакеты, перевозка и так далее. Поручитель просто внес сумму, все остальное фонд сделает сам. Закупит животных, организует разделку и раздачу мяса малоимущим. Желающие смогут забрать 1/3 от своей доли для семьи. Акция на праздник Гурб проводится фондом в 4-й раз. И если в 2013-м было пожертвовано 15 бычков, то в этом году волонтеры планируют поднять эту планку до 120 животных. Калой Калоев планирует совершить обязательный обряд через фонд во 2-й раз. Молодой человек уверен, что волонтеры лучше знают, кто в регионе нуждается в милостыне больше других. Потому в этом году привел с собой и коллегу. Это очень удобно, в первую очередь для тех, кто на госслужбе. Так как из-за занятости, тем более, как видите, я работаю в МЧС, у нас работа всегда загружена. И для меня прийти сюда, за полчаса оформить это дело, и заодно я выполняю очень важный религиозный обряд, это для меня очень удобно. Главная цель всех, кто присоединяется к акции – получить довольство Аллаха и обрадовать малоимущих в день праздника. Потому организаторы подходят к этому мероприятию тщательно. В этом году Тешем заключил соглашение на забой бычков с мясокомбинатом «Эко-Муслим-Продукт». Современные технологии предприятия позволяют за сутки пропускать до 150 туш. Бычков разводят здесь же, заранее прививая от всех болезней. Сейчас мы проверили на нитрат, содержание нитрат. Нитрат показали почти 0. Там допустимый 200, а показал где-то 16, 0,16 показал. И все. А так проверяем, на сибирку проверяем, на туберкулез проверяем. Здесь же функционирует своя лаборатория, где проверяется вся продукция. А специальные пилы помогают разделывать мясо аккуратно, не оставляя осколков. Важны также и санитарные нормы, в которых будет проводиться обряд жертвоприношения. Все необходимые требования в мясокомбинате соблюдаются. Предполагается, что это мясо будет потом в пакетах привозиться сюда на базу фонда Тешем, в головной офис, где по расписанию каждый район или город может приходить, забирать эти пакеты. Здесь будут на местах волонтеры, которые будут содействовать и помогать фонду в том, чтобы это сделать более оперативно, более качественно. А пока волонтеры будут заняты организационными моментами, жители республики смогут приятно провести время. Уже по традиции в рамках праздника Гурб Тешем готовит большую развлекательную программу для детей. Аттракционы, бесплатные угощения и хорошее настроение фонд гарантирует. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.